течение 3 дней в Алекминске работала группа депутатов Государственного собрания Илтумен Республики. Возглавлял группу спикер парламента Алексей Еремеев. Команда представлена полноценно: председатель постоянного комитета по строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета по бюджету и финансов Юрий Николаев, депутаты от Алекминского района. Буквально от трапа в село. Амгино-Алекминское отделение ООО «Кладовая Алекмы». Старенькое строение знавало лучшие времена. В нем телята. Ставить больше некуда. В этом отделении молодняка находится 200 голов. Содержится на зимовку. Еще плюс тут уже поместится уже в 2023 году. Это уже новый отел. Новый отел. Получается, вот в новом отделении сколько стоит? 238 голов – это дойное стадо у нас. Из них 190 голов коров, а остальные первотелки нители. И проблема в том, что некуда уже ставить. Да, некуда ставить. И половина места оставили это уже для будущих телят, потому что их совершенно содержать негде. Большая проблема. Да. Конечно, этот вопрос каждый год ставится у нас на республике. В прошлом году министр приезжал. Председатель правительства был, тоже в это известность ставили, что строительство требуется. Об этих проблемах говорили не раз. В отделении чуть поодаль от нового коровника лежит оклад. Начало есть. Нужна поддержка. В Алекминском отделении 440 голов. Из них, получается, 200 – это молодняк, и 238 – это у нас дойное стадо. Проблема у нас в скотоместах, то есть телятники, которые 70-х годов постройки, да, они уже пришли в негодность. Да, в этом году мы произвели капитальный ремонт крыши на одного телятника благодаря поддержке района, да, и за счет своих средств отремонтировали 200 голов. И все равно нам уже на будущее для развития нужно скотоместа. То есть это нужны дополнительные фермы. Вот вчера как раз они от самолета, депутаты сразу отправились на объект. Мы все им показали, все рассказали. Да. При этом у нас есть проектная документация на коровник, на 120 голов, да, с положительным заключением экспертизы. Да, то есть практически вся документация есть. И мы просим, да, и Минсельхоз, и вот перед депутатами поставили вопрос о строительстве коровника на 120 голов. Что мы ожидаем на выходе? То есть, что мы ожидаем на выходе? Строим этот коровник? Увеличение объемов молока. Вот как они озвучили, да, что идет очень большое падение молока на данный момент. Да, на выходе, если у нас будут скотоместа, это увеличение поголовья, именно маточного поголовья. Да? Соответственно, увеличение объемов молока и, соответственно, увеличение объемов по продукции. Поэтому вот у нас единственный выход – это строительство коровников, увеличение поголовья, увеличение объемов молока. Утро следующего дня начали совещание. Коротко заслушаны основные вопросы. Их достаточно. По кладовой Алекмы есть предварительные итоги. Алекминский улус район, он всегда считался самым крупным сельскохозяйственным районом. Она издавна славится и картофелеводством, зерновыми, и животноводством. Но у нас тут большое предприятие, это кладовая Алекма, которая входит в агрохолдинг наш. Мы посетили этот объект, и предприятие ставит вопрос постановочное о строительстве коровника на 120 голов. Документация хорошо подготовлена. В принципе, есть определенные механизмы и по возмещению из федерального бюджета, и по возмещению, возможно, из республиканского бюджета, возможно, за счет увеличения уставного капитала агрохолдинга. Эти моменты мы совместно с правительством Республики Саха-Якутия поговорим и думаю, что вопрос решаем. Кроме этого, разговор шел о картофеле и сложностях, которые связаны на сегодня с уборочной брендового овоща. Был поднят вопрос и по стоимости авиабилетов. На сегодня цена билета Алекминск-Якутск очень велика. Много вопросов было поднято по субсидированию авиабилетов по маршруту Алекминск-Якутск, Якутск-Алекминск. И все вопросы, которые задавали жители Алекминского района, Алексеем Ильичем Еремеем взяты под контроль, и они запротоколированы. И я думаю, что это
том решении, которое будет по результатам этой поездки, будет принято решение, все это пойдет во благо развития нашего района. Побывала группа и в селе Тяне, где, отдав дань памяти депутату парламента Илтумен Арсентия Прокопьевича Николаева, депутаты встретились с населением. Наиболее злободневными явились вопросы по взаимодействию с недропользователями. Конкретно в этом случае крупнейшая компания «Нирингри Металлик». Жители в основном заинтересовали такие актуальные вопросы, как работа недропользователями и взаимоотношения Тянского наследия и вообще Алекминского района такой крупной компании, как Нирингри Металлик. Были подняты вопросы с точки зрения этно-экологической экспертизы, с точки зрения влияния на окружающую среду и как работает договор о социально-экономическом развитии района. Поэтому все эти вопросы взяты на внимание, поэтому я думаю, в этом вопросе будет проводиться очень кропотливая и такая обстоятельная работа. Алексей Ильич обобщил вопрос. Речь идет уже о компаниях, присутствующие в районе в целом. По взаимоотношениям с промышленными гигантами, которые приходят здесь и работают здесь недропользователи, конечно же, республика должна помогать для того, чтобы эти предприятия обратили внимание, в том числе и целому ЛУСу, и тем муниципалитетам, на которых они работают. То, что они делают сегодня, это, конечно, похвально, но это, мы считаем, недостаточный объем. Почему? Потому что в ходе встреч с населением и в самих наследах, и в целом в районе мы неоднократно слышали, что промышленные предприятия недостаточно помогают Алекминскому ЛУСу. Это, думаю, что с учетом того, что бизнес в целом должен повернуться в сторону населения и социально направленным быть, а которое требование времени сегодняшнего, я думаю, что это есть определенные тут зачатки, и я думаю, что в будущем и в целом по Российской Федерации, и в Республике Саха-Якутия у нас изменения произойдут. Говоря об Алекминском районе, особенно подчеркнута тема развития. Для алекминчан это в первую очередь транспортная доступность. Будут дороги, пойдет и развитие. По Алекминскому ЛУСу, конечно, есть определенные перспективы, которые обозначает и администрация, и руководство Алекминского ЛУСа. Сложности есть общеизвестные, это, конечно, транспортная доступность нашего Алекминского района. Это, по сути, на сегодняшний день из южной группы УЛУСов, центральной группы УЛУСов самый труднодоступный получается район наш Алекминский. Это наша проблема общая, над которой сейчас республика думает. Есть несколько вариантов решения этой проблемы, но, конечно, все упирается в финансирование, но, тем не менее, республиканские органы власти сейчас определенные перспективы по УМНАСу имеют в качестве стратегии. В будущем, конечно, нам придется строить дорогу круглогодичного сообщения, но когда это получится, с учетом этой ситуации, мы сказать не можем. Но, тем не менее, надо эти перспективы обрисовывать. Почему? Потому что транспортная доступность – это самое важное для Алекминского ЛУСа, считаю, на сегодняшний день. На рабочих местах прошли встречи депутатов с работниками организаций и предприятий. Ряд объектов в районе строятся по федеральным программам. Основные – это демография и переселение из аварийного жилья. Эти объекты планируется ввести до Нового года. Образовательную систему представила школа «Эврика». Один из вопросов – учреждение образования всех уровней. По социальным объектам, которые требуются в области здравоохранения, образования, в первую очередь образования и дошкольного учреждений, есть, конечно, понимание того, что Алекминский ЛУС, он вне поля внимания оставался многие годы. К сожалению, в советские годы и в Новой России мало здесь чего строилось. И это упущение, конечно, республике нужно будет взять на внимание. И правительству Республики Саха-Якутия, парламенту впредь, когда мы будем формировать республиканские программы, особое внимание уделять Алекминскому ЛУСу. Дни работы получились насыщенные встречами. Ряд вопросов будет дополнительно обсуждаться в Якутске. Ситуация по нашим бродячим собакам. В связи с этим хотелось бы ваше видение услышать по этому вопросу. Мы когда сюда сегодня подъезжали в администрацию района,
Вы, наверное, тоже столкнулись с тем, что на дорогах собаки большие, мы сейчас их отстреливать не можем. На приюты у нас средств не хватает. Как быть? Я знаю, что вот Щегляков Сергей Евгеньевич здесь находится. Ему наверняка предписание там каждый день, каждую неделю выдают прокуратура. С учетом того, что этот вопрос очень сложный, искусственно сложный, надо сказать. Почему? Потому что, к сожалению, есть определенное лобби защитников животных, которые не учитывают климатических факторов и таких факторов севера, как наша республика, потому что я убежден в том, что животные, они в условиях севера, когда им приходится выживать, они становятся агрессивными, и поэтому нам нужно в какой-то степени регулировать численность. Республика неоднократно выступала с инициативой. К сожалению, пока поддержки не находим, но я думаю, что вода точит камень, и в этом направлении будут прорывы.